У меня почему-то пару нейронов в голове между волком и Мойдуевым скрепились. Фу, сложно. В основном я делаю симуляторы виртуальной реальности. Каким был Шекспир вопрос? Но он писал драмы про убийство, смерти, заговоры, дисциплина и мотивация. Две вещи, которые помогают двигаться дальше. Да, провокационный ответ – Д. Ой, Камень, ножницы, бумага. Так, что получается? Это намек на то, что нужно закрыть все вопросы сегодня. Дэни, поздравляем вас с победой в конкурсе «Лучший студент года» в номинации «За успехи в овладении знаниями». Что для вас означает эта награда? Благодарю. Это, конечно, не победа в номинации «Студент года», но учитывая, что студент года дают за разные успехи, а я получил за, можно сказать, мое основное увлечение, за потребление информации, за обучение, то для меня это, возможно, даже престижнее, чем получить главную награду студент года. И я с начала учебы я только занимаюсь тем, что овладеваю знаниями, поэтому это достаточно важно для меня. Оценили по достоинству, получается. Существуют ли определенные принципы, которые помогают вам достигать высоких академических результатов? Наверное, да. Я стараюсь быть замотивированным, что очень немаловажно. И когда мотивация уже начинает сходить на нет, то помогает дисциплина. Вот, дисциплина и мотивация. Две вещи, которые помогают двигаться дальше. В чем заключается ваша мотивация? Наверное, мечты, цели. То есть, если я буду иметь что-либо, к чему я смогу стремиться, то легче идти по этому пути. Хорошо. Дэни Джабраил, расскажите, как именно начинался ваш путь в разработке на платформе Unity? Мой путь в разработке на Unity начинался давно. Это, можно сказать, даже 2016 год. Все началось с того, что я заинтересовался разработкой играми, и на выбор было очень много различных платформ, движков, которые помогали бы в этом. Но на тот момент Unity оказался более доступным и легким в овладении, и поэтому мой выбор пал конкретно на него. Джабраил, ваш опыт охватывает широкий спектр проектов от классических 2 и 3D игр до сложных VR, AR симуляторов. Какой из этих типов проектов оказался для вас наиболее сложным с технической точки зрения? С технической точки зрения самыми сложными, конечно, были VR-симуляторы, потому что они предполагают более динамическое взаимодействие с происходящим в шлеме виртуальном. И все зависит еще и от проектов. Например, наш последний проект, над которым я работал, это виртуальный хоккей. То есть надо не только хорошо разрабатывать что-либо, но и надо хорошо понимать специфику, то, чем вы занимаетесь. В данном случае получается хоккей. Вы обладаете еще и знаниями гейм-дизайна. Каким образом это понимание помогает вам в ежедневной работе в роли разработчика? Гейм-дизайн — это такое широкое понятие, которое подразумевает под собой взгляд на вещи как бы сказать, превращение чего угодно в интересную игру, для того, чтобы человеку было интересно играть. Но эти элементы так или иначе бывают и в более, так сказать, непростых, а более распространенных вещах, допустим, как сайты, для того, чтобы человек, допустим, захотел выбрать именно определенную акцию, допустим. То есть это человек, который помогает делать процесс более увлекательным и понятным, главное. Вы технари или гуманитарные науки вам также немножко близки, например, философия? Скорее близки. Близки? Мере, да. Хорошо. Наш первый вопрос как раз про философию. Давайте мы начнем нашу игру, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вы можете выбрать для себя оптимальные 2. Это 50 на 50, право на ошибку, звонок другу. Что выберете? Право на ошибку 50 на 50. Хорошо. И первый вопрос звучит так. Какова полная формулировка философского изречения Рене Декарта? Я мыслю, следовательно, я существую, пора бы уже пообедать, поступлю в ГГНТУ, я все-таки не программист.
Да, провокационный ответ D. Но, Да, наверное, давай все-таки правильно ответим. давайте это правильно. Ну да, это известное изречение. I think, therefore I am. Yes. Я Right, you are. существую. Вариант А. Я мыслю, следовательно, я существую. Философское утверждение Рене Декарта, являющееся краеугольным камнем западного рационализма нового времени. И Декарт представил его как первую неоспоримую достоверность, от которой можно начинать построение всей системы достоверного знания. Второй вопрос. Какие животные держатся семейными группами? Волки, тигры, медведи, пумы. Скорее волки. Нужно, я думаю, исключить очевидные варианты, которые не являются правильными. Тигры, не думаю, что они живут стаями. Львы, скорее, да, у них прайда. У тигров нет. Да. Медведи тоже одиночки, по-любому. Ну, они за детенышами ухаживают, но Да, но не семейными группами, да. там только мать и медвежата. Пумы. мой- Это кошки. Кошки не любят компанию вообще. я их на экране всегда одиночку вижу, поэтому Вот. И Да, хотя волк. говорят, есть словосочетание волк-одиночка, но это скорее исключение. Именно поэтому и выделяют волков-одиночек, потому что они, ну, не следуют за остальными. ну, там бывают случаи, когда изгоняют из стаи. Именно. То есть наличествует стая. Да. Получается, волки. Волки ведут семейный образ жизни, формируя стаи, численность которых варьируется от 3 до 40 особей. Эти группы состоят из пары родителей и их потомства, а также могут включать одиноких волков, присоединившихся к стае. Мгм. Следующий вопрос. Какая группа крови считается универсальным донором? Первая, вторая, третья, четвертая. Либо первая, либо четвертая. 2 или 3. Нет, не два. Точно не два. Да, у меня вторая. Первая, либо первая, либо четвертая. И нет. Сложно. Так. Ну, просто первый звучит как, значит, у нее должно быть какое-то преимущество, если она первая. Она самая распространенная, первая, Ага. вроде. Но если она распространенная, значит, Одна из них, наоборот, может получать только свою, а Ага. другая является, так сказать, универсальным реципиентом. Пу-пу-пу. Вроде четвертая, но могу ошибаться. что, подсказка уже на 3-м вопросе? Я думаю, рано. Можно рискнуть и... Сколько у нас попыток, чтобы ошибиться? У вас, ну, если воспользуетесь подсказками, 2. Если не воспользуетесь, то ни одной. Что так? Так. Сейчас мы воспользуемся там подсказкой 50/50, и варианты останутся А и Д. Да. Что делаем? Наверное, предлагаю рискнуть. Давай. Первая или четвертая? Наверное, ну давай 4-й. Или Хотя А слишком заманчиво. заманчиво? Чем заманчиво? Думаю, там... Хотя ладно, сложно сказать. Я помню, что всегда думал, что четвертая, но каждый раз где-то ошибался. И, вероятно, из-за того, что я сейчас тоже думаю, что четвертая, я снова ошибаюсь. Давай Получается всё-таки третья. Давай. Почему? Как третья? Как... Люблю эти моменты, когда очень неожиданные ответы бывают, когда Так, несколько минут идет дискуссия на 2 варианта, потом неожиданно 3-й вариант. Так, интереснее всего. Так. И третья, ваш да? ответ? Или первая? Первая. Ну, я думаю, первая. Потому что ты увидел, что я смотрю на вариант А, Дени. Как я могу увидеть? По моим глазам. Так, это окончательный ответ. Да. Универсальной группой крови для экстренного переливания считается первый отрицательный. Абсолютно верный ответ. Отсутствие антигенов А, Б и резус-фактора делает ее совместимой для ведения пациентом с любой другой группой крови. Вау. Повезло. 4-й вопрос. Кому Ахмад Сулейманов посвятил 4-й том своего труда «Топонимия Чечни»? Отцу, матери, старшему брату, среднему брату. Так, Тут, я думаю, уже можно пользоваться подсказкой. да, думаю, можно. Но Топонимия Чечни. какой? Я знаю про
эту книгу, но не знаю, кому она посвящена. Ну, все 4 тома, они посвящены, кстати говоря, всей его семье. Первые одна отцу, вторая матери, третья старшему брату, четвертая среднему брату. Ну, Мне тогда кажется, или он пересчитал сейчас, что кому посвящено. я думаю, Может что быть. первое, ну, вряд ли отцу или матери он стал бы посвящать Ну да. 4-й том под конец. Средний брат, как всегда, остался где-то посередине. Возможно, да, средний. Старший брат, наверное, было бы опасно не посвящать старшему брату. Так, давай попробуем все-таки среднего брата. Возможно, средний, но если мы выберем 50 на 50 и останется 2 этих варианта, то То будет сложно. мы все равно выберем среднего брата. Да, мы все равно выберем среднего брата. Да. И если мы совершим ошибку, то следующий вариант – старший брат. Скорее всего. Ну давай, что ли, подсказку. Или как это там. Я все-таки думаю, что ничего более логичного, чем средний брат, тут нет. Да нет, ты средний ребенок, Синь. Да. Да? Ну, Средний сразу брат. видна твоя психология. Давай выберем. Ну просто, если логично подумать, то... Хотя, кто знает, может, средний был ближе. Ну. Я все-таки думаю, что логично 50 на 50, может. Давай, 50 на 50. Пользуемся подсказкой. 50 на 50. 50, да. Берите 2 неуверенных варианта ответов. И у вас остается Б и Д. Средним братом. Ахмад Сулейманов посвятил 4-ю часть труда памяти своего среднего брата Мутуша. Написал в предисловии такие слова. «Хранителю мудрости и лучших традиций чеченского народа, брату моему Мутушу Сулейманову посвящаю». 5-й вопрос без одной подсказки. Как называется жесткий диск в компьютерном сленге? Видеокарта, винчестер, плата, сетевая карта. Винчестер. Ну, Сетевая карта нет. Плата Точно. нет. Видеокарта нет. винчестер. Винчестер. А почему винчестер? Потому что все остальные не подходят. Я думал, это история от возникновения. Так. Там что-то есть у было, нас? но я не помню. Как накопитель на жестких дисках в компьютерном жаргоне часто называют винчестером. Абсолютно верный ответ. Шестой вопрос. Какое небесное тело не классифицируется как астероид? Миранда, Фидес, Сильвия, Астрея. Фу. Сложно. Астероид. Ну, это да. Сильвия. Ну или по-другому. Как Что из по-другому? перечисленного является спутником? О, Спутником. Не вижу Луну. Не обязательно планета Земля. Сильвия. Я думаю, что слышал словосочетание астероид Сильвия. Миранда. Фидес. Так, спутники принято называть в честь так, каких вроде римских богов и мифических существ. Не Ага. обязательно. Не обязательно, да. Ну вот здесь конкретно, кажется, имеет место быть произведение Шекспира. Шекспира. Сильвия. Миранда. Женское имя, скорее всего, да. Миранда или Сильвия? Астероид Сильвия, астероид Миранда. Не читал Шекспира? Шекспира нет, если честно. Ну, там, скорее всего, да, женское имя. Миранда Сильвия. Что можно... Подожди, оно относится к Шекспиру или не относится? Это, скорее всего, ну, как я помню, в пьесе Шекспира упоминается имя. Какое имя мог бы выбрать Шекспир? Миранда Сильвия. Астероид, Миранда. Ну, пусть представь, будет, что представь, будет. что ты Шекспир. Тебе А. нужно выбрать женское имя для какой-то драматической пьесы. Миранда. Сильвия. Честно, не знаю. Ну, как Оба, астероид. оба подходят. Как астероид. Я вот думаю астероид. Ну да, я... Помнишь, это словосочетание астероид Сильвия у меня почему-то где-то здесь лежит. Ага. Ну, ты это озвучивал уже, да? Да, может, Миранда тогда. Давай, Миранда. Если мы воспользуемся последней подсказкой, мы по-любому на следующих вопросах посыпемся. Скорее Да, всего. надо рисковать. А Миранда? А Миранда.
Ответ А. Миранда — это не астероид, а один из 5 крупных спутников Урана. Он является наименьшим и ближайшим к планете. Спутник был открыт Джерардом Койпером в 1948 году и назван в честь Миранды из шекспировской пьесы «Буря». Джабраил, какие тренды в индустрии разработки на Unity вы считаете наиболее перспективными в ближайшие несколько лет? В сравнении с другими платформами я бы сказал, что Unity позволяет более удобно и быстро разрабатывать именно VR и AR, то есть виртуальная реальность и дополненная реальность. Также он имеет низкий порог входа, что позволяет новичкам быстрее осваиваться. Поэтому есть так называемая инди-игровая индустрия, то есть независимая игровая индустрия, и поэтому чаще всего выбор Unity, падает на Unity выбор. У вас сейчас есть в разработке какие-то проекты? На данный момент у меня, получается, есть свой личный проект. Это игра, я ее разрабатываю в свободное время. И как работа, в основном я делаю симуляторы виртуальной реальности. По сути, больше образовательные, то есть связанные с различными сферами технического образования. Какие игры вообще создавали? Так, если говорить про законченные игры, то это были более казуальные, то есть простые игры, которые на телефон, которые обычно человек так между перерывом включает, играет 5-10 минут. И среди них из опубликованных, если говорить, были такие жанры, как «Бесконечный бег», где персонаж быстро бежит, у него различные способности. И что еще было? Был еще проект на заказ разрабатывал, тоже такой бесконечная игра, в которой игрок строит башни из различной канцелярии. Бывает, что сидите, играете просто так, из карандашей строите башню, а тут уже как игра. Вот такая идея была у заказчика. Джабраил, у вас вообще есть депрессия? Депрессия? Да. Не знаю, скорее нет. Нет, знаете, у меня так. Когда про игру «Бесконечный бег», почему-то я подумал про абсурдность бытия. Типа убегать, да, от реальности. Вот про абсурдность бытия. Было, сейчас не вспомню автора, книга, когда в наказание Бог человека заставил толкать в гору камень. Сизиф, миф о Сизифе. Да, почему-то это вспомнил. Это бесконечный день сурка. Отличная идея. Разработай игру. Да, толкать кабель вверх. Но в целом это любой день людей, которые играют в игры на телефоне, там что-то постоянно бесконечно идет, и такова у них цель в целом. Но мне эта игра точно не подходит. Я вообще не люблю, когда незаконченное что-то. Незаконченное? Да, то есть мне нужно бесконечный бег, для меня это какой-то незакрытый гештальт, что это ужасно. И так по жизни бесконечный бег получается, да? Не обязательно нужно что-то закрыть, довершить это, чтобы расслабиться. Да, это с возрастом так происходит. Это намек на то, что нужно закрыть все вопросы сегодня. Так, попробуем. Сейчас вы заканчиваете университет. Да. Какие у вас карьерные планы? На данный момент я уже больше года работаю в компании Яндекс.Крауд специалистом по автоматизации технических процессов. Планирую и дальше работать там. Наверное, там предполагается какой-то карьерный рост. Если нет, то, наверное, поищу другие вакансии. Наверное, там, наверное... компания сама приятная, хорошая атмосфера, поэтому улететь куда-то еще пока не планировал. Да, ничего особенного, просто работать. Это филиал этого Яндекса? Да. Республики. Чем занимается? Не в республике, это подкомпания Яндекса, которая занимается... Она собирает людей со всей России, иногда мира, чтобы собрать какую-то информацию, которую можно собрать только большим количеством людей. Там около 20 тысяч сотрудников, которые, как пример, могут собирать информацию о ландшафте для Яндекс.Карт, либо информацию о какой-то рекламе для Яндекс.Директа. Они для главной компании Яндекса работают как краудсорсеры, потому что принадлежат все к одной компании. Я, можно сказать, обрабатываю всю ту информацию, которую они дают, и
правильном виде, с контролем всего качества предоставляю уже Яндексу. Мне кажется, очень ответственно, кстати. Да. Продолжим нашу игру. 7-й вопрос. Какой египетский фараон построил самую крупную пирамиду? Хеопс, Микерин, Джосер, Хефрен. Хеопс. Да, повезло, что я знаю ответ на этот вопрос. Это Хеопс. Но у Хефрена интересное имя. Пирамида Хеопса или Великая пирамида Гизы – это крупнейшая из египетских пирамид и единственная сохранившаяся из 7 чудес света. Возраст этого древнеегипетского архитектурного памятника оценивается примерно в 4500 лет. 8-й вопрос. На территории какого государства расположены руины древнего Карфагена? В Тунисе, в Марокко, в Испании, в Турции. Карфаген был на северном берегу Африки. Но оно еще и недалеко от Рима было вроде бы. Прямо через море, через Средиземное море, на Потому другой что- стороне. Потому что они воевали часто, получается. Да, они по морю воевали. Потом римляне пришли, сожгли все, посыпали солью. Так, Там но же точно еще- не на Испания и древнем- не Турция. Марокко Турция или Тунис? Да, либо Марокко, либо Тунис. Это Северная Африка. Как я... Марокко, Тунис. У нас подсказка осталась право на ошибку, да? Да. Я Тунис, думаю, что Марокко. Тунис. Возможно, там и там, но что из них... Хорошо, чем известно Марокко? Наверное, Тунис. Знаешь почему? Марокко западнее. Марокко рядом, вроде западнее, ближе к Испании Марокко. Ага. А Римская империя была восточнее, в сторону Италии. Получается, это государство прямо через море. Это более восточное государство. Получается, Тунис. Но Карфаген, как империя, распространялась на огромную территорию, и их руины могут располагаться везде, я думаю. Ну да. Сложно. Наверное, воспользуемся подсказкой право на ошибку. Да. И выберем Тунис. Ну да, я думаю, Выбираем Тунис. Тунис. И это будет верно, и мы потратим подсказку. Ничего. Право на подсказку и ответ А. Да. Это абсолютно верный ответ. Карфаген – древнее государство в Северной Африке, основанное финикийцами со столицей в одноименном городе на территории современного Туниса. По оценкам, население города в период рассвета достигало 4 миллионов человек. 9-й вопрос. Что Уильям Шекспир метафорически описал как вкуснейший из блюд в земном Перу? Сон, одиночество, дружба, смерть. Так, Ох. если сон, то он лентяй, так получается, любитель поспать. Если В, Б или Д, то немножко грустный. Если С, то он позитивный. Каким был Шекспир вопрос? Но он писал драмы про убийства, смерти, заговоры. Ага, так, вкуснейшее. Вряд ли это одиночество, и вряд ли это смерть. Дружба — это Шекспира. Может, сон... Там и- прослеживаются сон или сюжеты одиночество? дружбы? У Шекспира сомневаюсь. Я не знаю. Ладно, мы не читали Шекспира, Да, мы не читали получается. Шекспира. Это вы выяснили. Мгм. Так, сон, ну это как будто, не знаю, я писал вариант ответа. Вкуснейшее из блюд в земном Перу. Земной пир. Пир. Так, для пира нужны люди. Я разочаруюсь в Шекспире, если он сказал дружба. Подожди, но пир не получится, если ты один. И пир, О, по идее, когда ты умираешь, ну, не пируют. или Обычно. наоборот. Обычно не пируют. Они потому и Да, пировали. у них не знаю как. Но вот если друзья Но собрались... пир это же воспринимается как Да, в целом метафора. жизнь у него. Да, это да, же да. метафора. Да. Так, блюдо. Ну, Сон, смерть. Ну, типа, дружба Одиночество. банально звучит, но просто... Обычно поэт такой грустный Мгм. и сказал... Я бы, что- склоняюсь между сном и смертью. Шекспир человек. Люди любят поспать. Он всё-таки Несомненно. сон. Ну, я думаю, не, он что-то там чуть-чуть грустно был, когда говорил это. Скорее всего, он Д сказал. Да, смерть. Я думаю, что все-таки Д, потому что, ну, сон слишком просто. Нет? Я сомневаюсь. Давай камень, ножницы, бумага. Я Давай. думаю, сон.
Давай. Камень, ножницы, бумага. Да. Так, что получается? Получается сон. Ну давай. Сон. Ответ А. Это окончательный ответ. Если бы я был Шекспиром, я бы сказал сон. Так. Я уважаю был. Шекспира, поэтому сон. Цитата. «Невинный сон Мгм. с клубка забот хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующим бальзам больной души. Сон – это чудо матери природы, вкуснейшее из блюд в земном перу». Абсолютно верный ответ. Красиво. И 10-й вопрос, как вы Не думаете, дружно. про что будет? 10. Последний. Да. Биологии еще не было. Была природа. Физика, химия. Физика? Наверное, физика. Может, химия. Надеюсь, физика. Я знаю физику. Такого чеченского героя прозвали «Старый мудрый волк» Бейбулата Таймиева, Шуайба Центароевского, Эски Хулхулинского, Умадуева. Так, я знаю, Байбулат. ну, естественно, Тэмми Бейболт, Старый мудрый волк. Я знаю Шуайба Центароевского, интересна у него судьба, но он не успел состариться. Его убили. Нет, родственники со стороны матери убили Шуайба Центароевского. Эски Хулхулинский. Я склоняюсь к А. Бейбулат. Это как будто самый очевидный вариант, но Но вдруг а кто из них успел состариться? Эски Хулхулинский. Я слышал о нем кое-что, но вряд ли его прям прозывали старым мудрым волком. Либо Умадуев, либо Бейбулат. Забыл все, что я знал о нем, об Уме Дуеве. Старый мудрый волк, Бейбулат. Когда умер Бейбулат? это я не скажу. Старый мудрый волк. Ну, остановимся на очевидном варианте. Тайми Байбулат. Да. Бейбулат Таймиев. Старый мудрый волк. Но он был мудрым и старым. Временно. Волком. Так, ну, Может, все-таки Умадуев. У меня почему-то пару нейронов в голове между волком и Умадуевым скрепились. внутри тебя два волка борются. Дуев. Я помню, он был в «Долгих ночах», упоминался, но в том не контексте. Дуев. Вдруг тут самое очевидное это и является ответом. Точнее, не самое очевидное, а то, что бросается в глаза сразу же. Может, наоборот, это 10-й вопрос, как-никак. Ну да, справедливости ради. Умадуев. Умадуев, я вспомнил, он был старым. Он был старый, да? Да. Да. Я все-таки не хочу давать очевидный ответ. Все-таки Умадуев. Я припоминаю, что он был старым, наверное, мудрым волком тоже. Ну, ты уже много по дедукции правильно ответил, тогда доверюсь. Да. Но это последний вопрос. Тут либо пан, либо пропал, так что... Давай рискнем. Умадуев. Давай. Выхода и так нет. Умадуев. Так это окончательный ответ? Да. Это абсолютно верный ответ. Да. Старым мудрым волком царские офицеры позвали Умадуева. Шамиль же охарактеризовал его словами «Моя правая рука, сочетающая в себе силу в половину моей армии». Умадуев – герой чеченского народа, военачальник, мудир и наиб имамата, участник Кавказской войны. Дени Джабраил, я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от телеканала. Хорошо, что доверились моим нейронам, двум Да. нейронам. Да. Ну, ты читал как раз эти книги больше Да, всего, да. поэтому ты лучше знаешь. Повезло. что читал. Вопросы были очень неожиданные. Да. То есть сначала так рассеяли внимание, будто будет вот так в юморном и простом формате, а потом внезапно и про астероиды, и не только. И я думаю, все, приехали. Да, про астероиды было сложно Да. и рискованно. Дени Джабраил, я вас поздравляю с победой. Спасибо за интересную, хорошую игру. Дейлайс Хилшиндал и Абиактюев. На Весело. самом деле. Спасибо вам.